Здравствуйте! Необычное столкновение физиков и лириков в Эксе. Вчера мы рассказывали о начинающемся по регионам России и в центре нашей страны поэтическом буме, а сегодня физик, в буквальном смысле слова. Большую часть передачи сегодня займет отчет о необычном событии в 23-й школе. Здесь учитель физики Алексей Иванов презентовал свою книгу «Тесты по физике». А необычным я называю это событие прежде всего потому, что это действующий школьный учитель, который нашел в себе мужество явно выйти за рамки своих профессиональных обязанностей. Ведь обычно директора наших городских школ хвастаются друг перед другом тем, что им удалось привлечь к ведению того или иного предмета вузовских преподавателей. А вот похвастаться учителем-автором собственной книги, собственного учебника, могут, увы, только единицы. Но об этом сразу после рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Судебные приставы в Якутске арестовали по решению федерального судьи здание негосударственного детского сада «Бэйби». Здание этого сада было арестовано судом по представлению территориального управления Роспотребнадзора. Там проверяли соответствующие органы, в каких условиях содержатся дети, и обнаружили целый ряд административных правонарушений. Совершенно верно. В здании частного детского сада не было наружного освещения, дети не были поделены на группы, нет кабинета медицинского работника, даже ставки штатного медицинского работника. Более того, там было выявлено еще ряд нарушений, которые ставили под вопрос безопасности пребывания этих детей. Да, вот по совокупности всех этих, этого букета нарушений, медики, в общем-то, и забили тревогу, суд согласился с ними, сад закрыли, пока на 30 дней. До 1 мая Сахателеком планирует подключить к единому контакт-центру в Якутске все улусы, говорится в сообщении компании. Контакт-центр имеет единую базу данных служб междугородних переговоров и справочной об абонентах по всей территории республики. И не лишне будет, наверное, добавить, что при звонках из улусов на эти самые справочные службы в Якутске вызов этот не будет тарифицироваться как междугородний. Да, плата берется только за справку по действующим тарифам Сахателеком. За неделю заболеваемость детей в возрасте до 2 лет превысила эпидемический порог. Об этом сообщает городской комитет здравоохранения. Медики отмечают рост заболеваемости и в других группах, но считают, что эпидемический порог не будет превышен. И в том числе, кстати сказать, ведь у самой такой группы риска, если так ее назвать, это школьники. Во-первых, потому что у них вот-вот начнутся весенние каникулы, дети разойдутся, контактов будет меньше, соответственно, шансов заболеть будет меньше. А во-вторых, из-за хорошего заслона в виде вакцинации 94 тысяч горожан. Да, совершенно верно. В общем-то, напомним, наверное, в связи с этим, что хорошая вакцинация, качественная, скажем, и массовая, которая проводится в последние годы, позволяет уже избегать эпидемии в нашем городе уже 6-ю зиму подряд. Сегодня в мэрии был устроен прием для членов сборной команды города на зимнюю спартакиаду народов Якутии. Она откроется в воскресенье и пройдет в городах Алдан и Нерюнгри. Столицу республики во всех видах программы будут представлять 47 спортсменов, в том числе и в таком новом для республики виде спорта, как шорт-трек. Возвращение сборной запланировано на 1 апреля. Тесты по физике. Работа учителя физики школы номер 23 Якутска Алексея Иванова. Как таковые, тесты требуются всем педагогам. Большинство из них изобретают тесты самостоятельно, получается более-менее сносно. А вот эти тесты одобрены Министерством образования республики. На неделе Алексей Иванов принимал поздравления коллег с выходом этой книги. Алексей Кузьмич очень активный человек. Он член методического совета городского, учителей физики, член аттестационной городской подкомиссии. Он инициатор проведения курсов своих авторских по контрдидактическому методу, в стиле которого написана и данная книга. И он автор очень многих статей по проблемам физики. Ему помогала жена в авторском творческом коллективе. У Алексея Кузьмича есть еще на подходе выпуски книг, Коллеги обратили внимание и на гуманитарную сторону тестов по физике в исполнении отличника просвещения Российской Федерации Алексея Иванова. Мне тоже не нравится ЕГЭ, никто абсолютно не слушает. И много лет сопротивляются введению литературы как предмета на ЕГЭ, теперь уже рассуждают и говорят, а что мы проверяем на ЕГЭ? Что, нравственность, что ли? Она нам не нужна, ценности какие-то нам не нужны, мы проверяем тексты, знание текста. А
А для чего мы изучаем эти тексты? На то, чтобы направить умы человеческие на возвышенный какой-то разум, на ценности человеческие и так далее. И вот, конечно, хорошо, что в вашем учебники по физике, человеческие, так сказать, задачи, приземленные задачи, а не просто из какой-то области там взяты неизвестно откуда. Поэтому огромнейшее вам спасибо за ваш огромный труд, потому что это действительно не просто так взять и написать, и за всем этим стоят нервы, здоровье, бессонные ночи и все остальное. Поэтому мы все-таки рады за вас, мы рады, что эта книжка вышла, ну а для вас это как бы стимул все равно для дальнейшей работы, потому что если у учителя есть творческая жилка, если у него есть творческий потенциал, почему он должен держать это только в своих, так сказать, компьютерных мозгах? Почему не должно это быть достоянием всех? Я хочу спросить, Алексей Кузьмич, я неправильно поняла или как? Вот те 200 самые любимые, самые сложные, самые хорошие задачи, вы сказали, сюда не включили. Не включили. Где они будут? Это первый вопрос. Второй вопрос, эти книги у вас уже в городских магазинах книжных продаются или не Нет. продаются? Дело в том, что Министерство образования будет рассылать по школам, продажи не будет. Потому что 300 экземпляров всего. То, что мне дали в качестве гонорара, я сегодня раздам и все. Но физика, и другим тоже можно. Так, ребятишки. Это своеобразное чествование учителя продолжилось затем показательным уроком. Ну а я воспользовался паузой для того, чтобы задать вопрос, ну какое же отношение к тестам по физике может иметь, например, Алла Пугачева? Время поджимает, видите? Алексей Кузьмич, а при чем Пугачева с Киркоровым, я вот не понял. Дело в том, что для того, чтобы было интереснее детям, поэтому я включаю именно самых известных политиков, самых известных артистов, поэтому, чтобы было им интереснее. Алла Пугачева уронила золотое кольцо с такой-то высоты, тут надо было вычислить, так, используя квадрат уравнения, надо было найти высоту, время, А, вот так вот. вот так, да. То есть это если прежде там вода выливалась из одного бассейна в другой, то теперь другое время, другие представления, да? Совершенно верно. Ясно. А это кто-то такой ход подсказал или это было очевидно из вашей педагогической практики? Ну, это моя фантазия. 25 задач, все мои, из моей головы. Да. А вообще как долго работали над этой книгой? Лет 20. Так долго. Так долго. На презентации упоминали еще какую-то вашу работу. Что имелось в виду? Дело в том, что книга будет называться для тех, кто не любит физику. Я сейчас ищу спонсоров. Так, мне обещал помочь мой ученик Степанов Аэл Иванович, зампред. Зампредседатель правительства. Да. Он мой ученик. И обещал помочь создать эту Обещал книгу. помочь. Она уже готова. Почти. Интересно было бы прочитать эту книгу для тех, кто не любит физику. Как, впрочем, наверное, и по другим предметам школьным тоже. Ну, скажем, для тех, кто не любит литературу. А представляете, какой могла бы быть захватывающая книга для тех, кто не любит русский язык? Не любит, как я считаю, прежде всего потому, что не знает его. Ну, не в бытовом вот таком смысле этого слова, а не знает, ну, я бы сказал так, детективную историю его развития, не понимает, не чувствует глубины его содержания. На сегодня все. Встретимся завтра. До свидания.